Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главных событиях. 81-я победная весна. В Башкортостане прошли торжества, посвященные 9 мая. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто, не щадя жизни, отстаивал наше Отечество. Вечная им слава! Никто не забыт, ничто не забыто. То, что сегодня мы будем передавать, это просто нельзя оценить. В преддверии Дня Победы поисковики передали жителям Башкортостана личные вещи фронтовиков, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Есть сейчас возможность съездить на это место и поклониться своему деду и его праху. Жил по закону и вписал свое имя в историю. Для нас Константин Борисович, он старший товарищ, вот как старший брат он нам. Вот я лично так это воспринимаю. И тяжелая очень утрата. На неделе в последний путь проводили председателя Госсобрания Республики Константина Толкачева, который скончался после продолжительной болезни. Я надеюсь, что те уроки, которые мы получили, находясь рядом с ним, нам, его коллегам, помогут и в дальнейшем успешно осуществлять деятельность Государственного собрания. От благодарных жителей Башкортостана. Люди, которые помогают фронту, бойцам и просто мирным жителям, словно в одном ряду с героями прошлого. В Уфе впервые вручили новые награды неравнодушным гражданам республики. Мы должны и обязаны помогать им. Владимир Путин поздравил главу республики с Днем Победы. В тексте, обращенном к Радию Хабирову, говорится, что стойкость, сила духа и вера отцов, дедов и прадедов в правое дело служат для нас примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе. Также президент отметил, что священный праздник в стране отмечают с чувством сыновьей гордости за великий подвиг предков, которые не покорились жесткому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Также свои поздравления в адрес главы Башкортостана направили председатель правительства страны Михаил Мишустин и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Праздник со слезами на глазах. Торжества, посвященные Дню Победы в Уфе, начались с возложения цветов к памятнику Герою России, командиру 112-й башкавдивизии Минигалише Муратову. Ровно в полдень на площади перед Горсоветом стартовал парад Победы. Почти 2000 его участников строевым шагом промаршировали перед трибунами, отдавая воинское приветствие ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. А вот шествия бессмертного полка в этом году не было. Акция прошла в онлайн-формате. О том, как Башкортостан отметил Великий День Победы, расскажет Руслан Батыргариев. Более 3800 кавалеристов, награжденных орденами и медалями, 78 из них стали героями Советского Союза, 5 – полными кавалерами Ордена Славы. Эта корзина с цветами – дань памяти не только генералу Шаймуратову и его отважным конникам, но и всем защитникам Отечества. Праздничные мероприятия в честь великой даты продолжились в Парке Победы. Ради Хабиров возложил венок славы к вечному огню, а также к памятникам и мемориалам. Мы здесь должны больше внимания во всех смыслах уделять и военной подготовке, и военно-патриотическому воспитанию. Вот. А парад, я тут вижу, многие приходят с детьми, и это, наверное, одно из лучших, что это не какой-то парад каких-то людей, ветеранов или служащих, это народный праздник.
Парк Победы – уникальное место. Здесь собрались герои, которыми гордится республика и страна. Возведен памятник-могила дважды Героя Советского Союза Мусе Гарееву. В 2010 году установлены бюсты генералов-героев Великой Отечественной войны Шаймуратова и Кусимова. А 2 года назад появился памятник Гази Загитову, нашему земляку, который первым водрузил знамя Победы на крышу Рейхстага в 1945-м. Это моя прабабушка Шарава Мария Васильевна. Она копала окопы противотанковые траншеи, чтобы танки немцев не могли прийти на нашу зону. Это мой дедушка. Воевал под Сталинградом. До этого он был кавалеристом. У многих в руках плакаты с родными героями, участниками Великой Отечественной войны. Еще задолго до начала парада площадь перед Уфимским горсоветом начала заполняться людьми. Зрители занимали лучшие места, чтобы в деталях разглядеть праздничное шествие. Под одно из самых значимых музыкальных произведений в истории России на площадь вносится Знамя Победы. Затем военный комиссар республики Михаил Блажевич принимает парад и докладывает о готовности главе Башкортостана. Обращаясь к ветеранам, Ради Хабиров отметил, благодарные потомки будут бережно хранить великое наследие поколения победителей. 9 мая 1945 года – священная дата, навечно вписанная в историю нашей страны. Сегодня в семьях чествуют фронтовиков, тружеников тыла, вспоминают родных героев. Своей несокрушимой силой воли, мужеством, отвагой они спасли человечество. После объявления минуты молчания в память о павших героях Ради Хабиров отметил, что сегодня воины России вновь ведут борьбу с нацизмом. И наши земляки с честью выполняют свой воинский долг. Некоторые из них смогли принять участие в Параде Победы. Это самый важный день в жизни любого мужчины, любого защитника Родины. Вот, настолько важно. Парад Победы в Уфе стартовал ровно в 12 часов наряду с военнослужащими. В одном ряду промаршировали и будущие защитники Отечества. Среди них курсанты кадетского корпуса имени Героя России Александра Достовалова. Перед героями Великой Отечественной войны, и не только ими, еще и ветеранами, испытывается, конечно, чувство гордости. Хочется прям склонить перед ними свою голову, встать на колено, поблагодарить их за то, что они воевали. Все воины-интернационалисты, которые давали за нас свою жизнь, воевали за нас. Кто-то стал павшим, кто-то получал награды посмертно. Хочется поблагодарить их за все это. Они шагают не по улицам, а по экранам смартфонов и телевизоров. Через 10 сменяющих друг друга портретов Владислав Павлов вместе с семьей пытается увидеть своего героя. В бессмертном полку участвуют в самой первой акции вот уже 11 лет. До последнего верили, что и в этом году пройдутся со штендером по улицам столицы, чтобы рассказать историю прадеда. Дмитрий Тимофеевич Гордеев служил в танковых войсках. С 1943 года он получил ранение, вернулся после войны домой и, к сожалению, не дожил до десятилетия Победы. За онлайн-трансляцией прямо из больничной палаты наблюдала и Гузель Галимова. Из близких героев Великой Отечественной свекр и мама, истории от которых она слышала лично. День Победы для женщины – особенный праздник. Свекр у меня 152-я стрелковая дивизия, он возил оружие над Ладогой. И вот он нам всегда в слезах рассказывал: вы нас не забывайте, будьте достойными. А мама... Она толовик, она вот здесь вот росла в деревне Кулушево. Онлайн-формат впервые использовали в 2020-м во время пандемии коронавируса. Нынешние ограничения связаны в первую очередь с повышенными мерами безопасности. По этой же причине отменили парад военной техники в Уфе. Но все же лязг гусениц самого знаменитого танка Великой Отечественной в республике раздался. Советский Т-34 9 мая проехал по улицам Караиделя. На День Победы в столице республики подготовили насыщенную культурную программу. Во второй половине дня для жителей и гостей города в уфимских парках прошли праздничные концерты. В общей сложности было задействовано 7 площадок.
Не только песни военных лет, но и мастер-классы, викторины, выставки, тематические фотозоны. В честь 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городских парках 9 мая организовали массу интересных и познавательных активностей. Каждый желающий мог отведать и солдатской каши. Очень нравится, хороший праздник, в душе такой патриотизм, настроение, память, великий праздник, Великая Победа. Очень нравится, все хорошо организовано, душевно. В честь великого праздника в 3-й раз подряд в Уфе массово станцевали вальс Победы. В этом году участниками всероссийской акции стали 600 пар. Именно вальс стал символом победы и окончания войны в мае 45-го. Тогда, после объявления о разгроме фашистских войск, люди стихийно танцевали на улицах городов и сел. Радость того момента организаторы переносят и в наши дни. Руслан Тригареев, Вахид Халимов, Азат Ишбулатов, Артур Ханов и Булат Закирьянов. Итоги недели. В Башкортостане осталось всего 58 живых участников Великой Отечественной войны. И лишь один из них в этом году отправился на главный парад Победы в Москву. Многие из фронтовиков уже отпраздновали 100-летний юбилей, и здоровье не позволяет совершать длительные поездки. Для тех, кто остался дома, в городах и районах прошли персональные парады. В этом году 9 мая для ряда семей республики стал двойным праздником. Поисковики передали потомкам личные вещи и награды героически павших в бою уроженцев Башкортостана, чья судьба до последнего оставалась неизвестной. Обо всем подробнее в следующем материале. Вот так вот. Вот. Без звона медалей такой пиджак не надеть. Этот костюм фронтовик Родион Лобанов заранее готовит перед особой датой – Днем Победы. В 1942-м еще мальчишкой из села Кувыково он попал на Ленинградский фронт. Помнит ледяную зиму, когда ради уничтожения вражеской позиции пришлось сутки пролежать в снегу. Ампутация пальцев, демобилизация и труд в тылу. А после войны Башкортостан, работа в спецсвязи. Действующие сотрудники управления перед 9 мая подарили ветерану комплект униформы. В ней Родион Лобанов и отправился на перрон, чтобы сесть на поезд до Москвы и приехать на главный парад. Поехать в Москву – это наша радость. Так весело, дружно, встречают там нас. Да я про себя не то, что всегда участник войны, всегда с большим вниманием относятся, встречают. Однако не все участники Великой Отечественной по состоянию здоровья могут посетить парад. Многие уже отметили 100-летний юбилей, но без праздника их не оставили. Концерты с песнями военных лет и вальсы Победы. Перед домом каждого состоялись персональные парады, в которых приняли участие ветераны боевых действий, действующие военнослужащие и курсанты. Дань уважения благодарных потомков тем, кто отстоял свободу страны 81 год назад. А ветераны Великой Отечественной дают свои наказы. Землю свою любите, защищайте Родину. Она у нас одна такая. Мне было 17 лет. Я пошел добровольцем. Добровольцем пошел, потому что в Священном Коране сказано, кто-то защищает свою страну от врагов, тот уже пол веры. Я не знал, что война от Баренцева до Черного моря. Трогательно и для нее, и для нас, всех родственников, потому что это искреннее поздравление. Таких, как она, было очень много. И, в общем-то, все держалось на таких, как она. Фронтовая реликвия деда возвращается в семью. Под аплодисменты зала глава Башкортостана Ради Хабиров на торжественном собрании вручает внуку пропавшего без вести участника Великой Отечественной Галима Юнусова медаль за отвагу. Более 80 лет она пролежала в земле, в Калининградской области, там, где красноармеец принял последний бой. В прошлом году поисковики нашли награду и по номеру вычислили ее обладателя. Внук героя Игорь Юнусов – участник вооруженного конфликта в Афганистане и награжден такой же медалью, что и дед. Теперь он знает, что его предок-герой похоронен был на территории Эстонской ССР. Для меня сейчас и для моих родственников есть сейчас возможность съездить на это место и поклониться своему деду и его праху. Я очень хочу, чтобы ему досталась частичка славы. Я очень завидовал, по-хорошему завидовал тем ветеранам, кому 9 мая доставалась слава, почет
В этот день родственникам 7 бойцов, пропавших без вести, поисковики вручили вкладыши солдатских медальонов. Так пробелов в истории становится меньше. То, что сегодня мы будем передавать, это просто нельзя оценить. Я сама, мой дед. Благодаря поискам этого деда я стала поисковиком, и это стало моим вторым делом после обучения детей. К слову, совсем недавно под Волгоградом поисковики нашли братскую могилу советских солдат. По медальону удалось опознать уроженца Уфы Прокофьева Григория Васильевича. Впереди уже поиск его родственников. И мы сделали вывод в ходе раскопок, что данное захоронение было сделано в артиллерийской воронке от снаряда. И по итогу мы понимаем что это захоронение было сделано на скорую руку, поскольку немцы уже подходили. К слову, в канун Дня Победы сразу 3 образовательных учреждения в Кушнаренковском районе были переименованы. Гимназия в райцентре теперь носит имя Героя Советского Союза Салиха Валеева. Школе села Карача-Елга присвоено имя Назыма Якупова. А школа села Бакеева отныне носит имя другого героя Абдулы Валиева. А вот в Уфе на стене одного из домов на проспекте Октября появился мурал с изображением Героя Советского Союза Магубы Сыртлановой. Сложнейшие задания и 782 боевых вылета за плечами замкомандира эскадрильи 46-го Гвардейского Таманского женского авиационного полка. Этих летчиц фашисты прозвали ночными ведьмами. Имена героев будут жить вечно, а память об их подвигах передаваться из поколения в поколение. Эмиль Басареев. Итоги недели. В республике увековечат память о Константине Толкачеве. Об этом Ради Хабиров заявил на церемонии прощания с политиком. Председатель Государственного собрания республики ушел из жизни 4 мая после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Проститься с Константином Борисовичем пришли родные, соратники, коллеги и почетные гости из других регионов. Ради Хабиров, выражая слова о скорби, отметил: ушла целая эпоха. О том, каким он был в стенах парламента и за его пределами, расскажет наш корреспондент Азат Садриев. Требовательный, но в первую очередь человечный. Таким Константина Толкачева запомнили его коллеги. Почти 3 десятилетия он возглавлял Госсобрание республики, переживая с жителями Башкортостана не только радостные, но и трудные моменты. Несмотря на высокий пост, его часто можно было встретить среди простых людей. Константин Борисович был открыт для каждого. Умение не только слушать, но и слышать обращения было одним из его основных качеств. За это его любили избиратели и уважали коллеги. Все парламентские заседания проходили в стенах Госсобрания под неизменным руководством Константина Толкачева. И, как говорят многие, даже не верится, что теперь в этих же стенах политика провожают в последний путь. В ходе прощания с Константином Толкачевым Ради Хабиров отметил, что вместе с ним уходит целая эпоха. Поколение управленцев, к которому относился Толкачев, сформировало основы современного Башкортостана, провело его через сложные политические процессы. Уходит целая эпоха. Эпоха людей, эпоха событий, становления, формирования современного Башкортостана. Нынешняя управленческая команда, я лично, мы, конечно, благодарны ему за последние годы совместной работы. Они тоже были непростыми, и без эффективного взаимодействия с парламентом республики мы бы не смогли пройти его так, как проходим, достойно и уверенно. Пусть земля вам будет пухом, а ульту прага еңел булхан. Константин Толкачев более 20 лет посвятил службе в правоохранительных органах, дойдя до звания генерал-майора внутренней службы. Возглавлял Уфимский юридический институт МВД России, совмещая административную работу с научной деятельностью. А в 1999 году был избран депутатом Государственного собрания Курултая Башкортостана, став его председателем. На протяжении 27 лет бессменно возглавлял региональный парламент, вносил неоценимый вклад в развитие законодательства, укрепление государственности и социальной стабильности. Несмотря на тяжелую болезнь, Константин Борисович сколько мог оставался на своем посту. Участвовал в заседаниях парламента, заслушивал отчеты правительства во время еженедельных оперативных совещаний. А ведь недуг сопровождал Константина Толкачева все последние годы. Но он, как настоящий офицер, мужественно сражался и не рассказывал о своих проблемах на публике. Только семья знает, каково ему было в последние дни. Когда он приходил домой и открывал дверь, и улыбался. Ну, вы, наверное, все знаете, какая у него была улыбка. Это солнечный человек. Ну, мой родной, мой дорогой.
Я тебя очень сильно просила, чтобы ты меня не оставлял. И ты делал все возможное, чтобы меня не оставить одну. Но жизнь так распорядилась. Богу, наверное, тоже нужны хорошие люди. Даже несмотря на болезнь, Константин Толкачев неоднократно посещал в составе гуманитарной миссии позиции башкирских бойцов в зоне специальной военной операции. Он всегда отмечал, важно поддерживать постоянную связь с фронтом, ведь это хорошая мотивация для военнослужащих. Поэтому на церемонии было много участников СВО. Уделял непосредственно свое драгоценное время, внимание нашим бойцам. Пребывал. Естественно, для ребят это была большая честь получать награды из рук такого великого человека, наверное, можно даже назвать так. Своим опытом Толкачев охотно делился с молодыми, в том числе с участниками проекта «Герои Башкортостана». Будучи наставником одного из ветеранов, он стажировал его, готовив кадровый резерв республики. Под налетом, таким флером, наверное, какого-то там гражданского пинжака все равно проглядывал мундир, причем мундир офицера, старшего офицера, и именно с большой буквы. Рукопожатие у него всегда такое крепкое было, вот я запомнил. Приезжал, когда всегда на встречу первым делом выходили, здоровались, обнимались. Вот, запомнилось вот такое крепкое рукопожатие. Для нас большая утрата, особенно для парламента нашей республики, который он так добросовестно, аккуратно и знанием своего дела, так как он юрист, доктор юридических наук, он все свои знания вкладывал, чтобы были нормальные, хорошие, приемлемые для народа законы. Тяжелую утрату понес не только башкирский, но и российский парламентаризм. Константин Толкачев, как опытный политик и законотворец, изо дня в день работал не только во благо жителей республики. Многие его законодательные акты и инициативы были поддержаны Государственной Думой на федеральном уровне. Мы понимаем, насколько профессионально, насколько дальновидно, управляя нашим региональным парламентом, Константин Борисович всегда выходил и на федеральные решения. В свое время он был автором многих законодательных решений федерального уровня. И, конечно, Константин Борисович, как человек, был тем самым лидером, вокруг которого люди объединяются не потому, что он имеет высокий статус, а потому что как человек умеет найти самые нужные слова, умеет поддержать в разных жизненных ситуациях и всегда, имея свою четкую позицию, умеет услышать другого. Авторитетный политик, ученый и офицер Константин Толкачев внес неоценимый вклад в становление отечественного парламентаризма, развитие принципов федерализма и демократии. Но сколько еще дел он не успел завершить. Довести до конца инициативы и решения спикера Башкирского госсобрания теперь задача его коллег. Многолетний наш лидер, руководитель парламента Республики Башкортостан, и при этом сохранить абсолютно доступные человеческие качества, наверное, вот его было, наверное, самым важным таким достижением, и которое нам запомнится всем. Коллегам, жителям Республики Башкортостан, его соратникам, с кем он работал. Всегда было комфортно с Константином Борисовичем, мне всегда возможно было прибегнуть к его совету. Я надеюсь, что те уроки, которые мы получили, находясь рядом с ним, нам, его коллегам, помогут и в дальнейшем успешно осуществлять деятельность Государственного собрания. Во внепарламентской деятельности Константин Борисович мало чем отличался от других жителей республики. У него не было охраны, он мог сам сходить в магазин или на рынок, погулять со своими собаками после работы. В редкие выходные дни любил выехать на рыбалку или сплавиться по рекам республики. И хотя будущий политик родился в городе Новокузнецке Кемеровской области, Башкортостан он считал своим домом. Более 25-30 лет, наверное, он, любя вот эту природу, он всегда любил сплавляться во время своего отпуска. Наверное, не осталось на реке, где он сплавлялся. Есть такой термин избитый, самый человечный человек. Как ни странно это как-то звучит, но вот как раз применимо к нему. Ничем себя не запятнал, хотя был на вершине генерала, он мог все. И ему везде
везде были двери открыты. Он был скромный в жизни. Проводить спикера башкирского парламента в последний путь приехали коллеги из других регионов. Среди них почетный председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаммедшин. Он отметил, две братские республики всегда были связаны особыми отношениями, и Толкачев внес в этот диалог огромный личный вклад. Действительно, мы с ним как братья жили, братские республики, у нас много общего. Мы каждую неделю созванивались, переговаривали, узнавали новости друг у друга и согласовывали свои совместные действия. Слова соболезнования через своих коллег направил и президент Абхазии Бадра Гумба. У Республики Абхазия сложились особенные отношения с руководством Башкирии с давних времен. И одним из людей, который реализовывал эти взаимоотношения и дружественную политику, был Константин Борисович. Самый тяжелый момент прощания – вынос гроба из здания Госсобрания. Константин Толкачев покидает его уже навсегда под сопровождением курсантов юридического института. На бархатных подушках они несли награды усопшего, которых политик был удостоен за долгие годы безупречной службы. Гроб погрузили на артиллерийский лафет и по воинскому церемониалу повезли к южному кладбищу Уфы в последний путь. Там вновь прозвучали слова прощания, а затем троекратный залп. Оружейный салют – последняя воинская почесть, отдаваемая человеку, который всю жизнь служил республике и стране. Его жизненным кредо было «быть полезным». Таким Константина Толкачева и запомнят. Азат Садреев, Артур Шамсудинов, Артур Ханов. Итоги недели. Высшее признание за помощь и поддержку. В Башкортостане впервые прошла церемония награждения новой медалью от благодарного народа республики. Ее учредили по поручению Радия Хабирова в апреле. Более 40 человек стали кавалерами госнаграды. Кто-то помогал восстанавливать инфраструктуру на подшефных Башкортостану территориях Донбасса, кто-то активно собирал гумконвои или, например, поставлял бойцам стройматериалы для блиндажей и окопов. Обладателями медали стали и сами военнослужащие. Детали в материале Артура Шамсудинова. В цехе у Сергея Сидорова идеальный порядок. Все строго по полочкам, ведь при его работе важно быть в режиме повышенной готовности. Мужчина – слесарь аварийно-восстановительных работ Октябрьского водоканала. То есть, по сути, первым приезжает на устранение коммунальных аварий. Опыт пригодился не только в стенах родного города. За плечами 2 командировки на Донбасс, в город Красный Луч, где он провел почти год. Там и так проблемы с водой, но по мере возможности мы восстанавливали там водопровод. Люди там довольно-таки добрые, все они говорят, что спасибо Башкирии, потому что там Башкирия очень хорошо помогает. Признательность октябрьскому слесарю выразили и в самом Башкортостане. Мужчина в числе первых кавалеров новой госнаграды. Медали от благодарного народа республики. Ее на Советской площади вручал лично Ради Хабиров. Когда первый раз я туда приехал, нам просто повезло. Мы только уехали, и через какое-то время, через несколько месяцев, взорвали завод «Красный Луч». А вот потом, в следующий раз приехал уже тише, потому что фронт уже ушел далеко вперед. Стало тише, спокойнее. В одном ряду руководители и рядовые сотрудники самых разных предприятий. Все те, кто вносит достойный вклад в поддержку специальной военной операции и восстановления мирной жизни на освобожденных территориях. В дни сложных испытаний каждый на своем посту проявил настоящее трудолюбие, патриотизм и преданность долгу, отметил глава республики. Тысячи наших жителей, от школьников до пенсионеров, собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и многое другое. Сегодня мы говорим низкий поклон врачам и фельдшерам, которые на передовой, в прифронтовых госпиталях спасают наших воинов. А вот старшая медсестра республиканского кардиоцентра Ирина Назарова, помимо основных обязанностей, вот уже который год координирует работу по сбору гуманитарной помощи в медучреждении. Решение, что и где закупить, вместе с коллегами принимает на консилиуме. Были холодильники, потом мы что-то хозяйственное даже покупали, какой-то распределительные щитки покупали, еще что-то для автомобилей.
Эта волонтерская помощь также нашла широкий отклик и получила республиканское признание. Вот только награда, как считает Ирина Назарова, не ее личная. Наградили, конечно, меня, но я считаю, что эта награда принадлежит нашему кардиоцентру. Наш кардиоцентр под руководством главного врача Николаевой Ирины Евгеньевны регулярно оказывает помощь участникам СВО. Мы собираем посылки, мы собираем оборудование, передаем мебель, наши старые автомобили подремонтированные передали. На награждении было много представителей лесохозяйственной сферы. Их роль Ради Хабиров отметил особо, ведь зачастую, приезжая на позиции, бойцы фактически оказывались в поле. Для строительства блиндажей и окопов требуется много пиломатериалов. Федрат Якупов, руководитель Илишевского лесхоза, регулярно отправляет на передовую бревна, доски, а также помогает ветеранам и их семьям. Должны и обязаны помогать им в этом, потому что это общая наша задача, по-моему, всей страны в масштабах, чтобы специальная военная операция завершилась победой хорошей. Среди награжденных и представителей республиканской власти премьер-министр Андрей Назаров и руководитель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Награда новая, и впервые изменили саму традицию награждения. Церемония проходит не в колонном зале, а через дорогу на Советской площади. Место во многом знаковое и символичное. Люди, которые помогают фронту, бойцам и просто мирным жителям, словно в одном ряду с героями прошлого. Награду от благодарного народа Башкортостана учредили по указу Радия Хабирова. Решение своевременное, считают эксперты. Один из авторов разработки проекта самой медали, историк Рамиль Рахимов, считает важным фиксировать именно тех, кто активно помогает фронту. Потому что без крепкого тыла нет фронта. Не будет никакого фронта. Вот в 2017 году, когда тыл развалился, и армия развалилась, и революция, вот у нас все случилось. Надо было развалить тыл. Так и произошло. Поэтому у нас, слава Аллаху, очень сильный тыл, сильная республика. Она показала себя. Все наши жители республики прекрасные патриоты, молодцы. И вот крепость эта позволяет нашим ребятам там быть тоже уверенными. Вот они все говорят, нас всегда республика поддержит, помогает. Своеобразным показателем поддержки бойцов стали республиканские гумконвои. На передовую отправлено уже 177 автоколонн. И за каждой такой миссией стоит кропотливая работа неравнодушных жителей, которые не смогли остаться в стороне. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Запуск авиарейсов из Уфы до Сухума, укрепление связи с Белоруссией и перспективы сотрудничества Башкортостана с Узбекистаном в вопросе создания совместного технопарка и реализации других проектов в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и гуманитарной сфере. На неделе в регионе отмечена высокая активность взаимодействия республики с ключевыми партнерами, с представителями стран ближнего зарубежья. Обо всем по порядку расскажет Даниил Байков. Новому рейсу в географии полетов аэропорта Уфа. Ура! С праздником! Надеемся, что рейс будет популярный. Теперь поездка в Абхазию не будет квестом, когда сначала нужно долететь до Сочи, затем транзитом доехать до Сухума и на границе простоять в пробках. Отныне появился прямой рейс. 3,5 часа на комфортабельном самолете. Узнав о его открытии, Насаковы сразу же приобрели билеты, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье. Думали о Сочи, но в моменте узнали о том, что будут прямые рейсы. И все, как только увидел, что будут прямые рейсы, зашел, посмотрел билеты и сразу решили ехать. Полеты пока еженедельные. Если направление станет востребованным, авиаперевозчик рассмотрит возможность увеличить частоту вылетов. На сегодняшний момент запланирован только на высокий сезон, до конца октября. Соответственно, жители могут воспользоваться рейсом как в жаркий сезон, так и захватить бархатный сезон на Черноморском побережье. Абхазия – это не только отдых на море. Для Башкортостана это и новые деловые контакты. Ради Хабиров поручил, чтобы в дружественной стране открылся туристический офис, который бы там на месте выступал оператором для наших жителей, если поток пойдет. Тем более для людей получить возможность отдыха на Черноморском побережье за небольшие деньги. Понятно, значит, это тоже денег стоит, но это не сравнивается с какими-то другими регионами. Беларусь для Башкортостана – один из ключевых международных партнеров.
На встрече с чрезвычайным и полномочным послом государства Юрием Селиверстовым Ради Хабиров обсудил вопросы создания совместного инвестиционного кластера, тематику производства электротранспорта, проекты в области туризма, сельского хозяйства, образования и науки. Стороны заинтересованы в промышленной кооперации. Большие возможности есть и у башкирских предприятий, которые поставляют продукцию за рубеж. В регионе активно помогают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Например, это субсидия для транспортировки. Мы возмещаем не более 1 миллиона за транспортные расходы. И в этом году по линии Центра поддержки экспорта получила подобную субсидию 10 малых компаний. То же самое касается средних и крупных компаний. Эти субсидии мы получаем через региональный бюджет и уже выдаем через Министерство внешнеэкономических связей. В прошлом году мы поддержали компании на 50 миллионов рублей. Немаловажное и центральноазиатское направление руководитель региона обсудил с хакимом Ташкентской области Зоиром Мирзаевым создание технопарка «Бекабад». Партнеры должны подготовить план развития промышленной площадки и проект застройки территории. Представители узбекского бизнеса выразили желание посетить Башкортостан для детальной проработки инвестиционных инициатив. Ради Хабиров подчеркнул, что на полях Петербургского международного экономического форума планируют подписать ряд соглашений. С учетом, что партнером, скажем, Российской Федерации будет на Питерском форуме, Санкт-Петербургском форуме будет Узбекистан, и примет участие президент Узбекистана Шавкат Миромонович, я предложил ряд проектов, которые есть, оформить соглашение и подписать на Санкт-Петербургском форуме. Поэтому вот этим надо заняться. Там у нас есть уже такие достаточно готовые информации. Сегодня в республике товары за рубеж поставляют более 600 предприятий. Это не только сырье, но и высокотехнологичная продукция. Благодаря таким показателям по экспорту Башкортостан занимает 3-е место в России. Расширение связей с партнерами и новые проекты – залог в построении крепкой экономики в условиях международной нестабильности, что позволит создавать рабочие места, улучшать благосостояние жителей и повышать уровень жизни. Даниил Байков. Итоги недели. В Башкортостане внедрят сервисы Московской электронной школы. Соответствующее соглашение Ради Хабиров подписал в Москве вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, мэром столицы Сергеем Собяниным и замминистра цифрового развития страны. Новые технологии позволят облегчить труд учителя и повысить эффективность системы образования. Платформа позволит школьникам пользоваться электронным дневником, чтобы видеть оценки, расписание, домашние задания, добавлять свои достижения в цифровое портфолио, использовать широкий набор современного образовательного контента, в том числе электронной библиотеки. Ну а родители смогут отслеживать успеваемость своих детей в онлайн-режиме, видеть расписание занятий, сведения о каникулах, уведомлять об отсутствии ребенка в школе и получать справки, выдавать согласие на вакцинацию. Учителям же сервисы Московской электронной школы помогут планировать содержание учебных программ, вести электронный журнал, выдавать домашние задания, контролировать посещаемость и проводить дистанционные уроки. Прежде всего, это полная прозрачность, это снижение бюрократической нагрузки на учителей, потому что мы многие процессы погружаем в цифру. Такая возможность погрузиться в цифровой мир и получать там и прикладные вещи, и в том числе какие-то глубоко образовательные процессы и программы. Ну, например, вот если бы мы сами взялись формировать цифровую библиотеку, это, наверное, сотни миллионов денег и огромное количество времени, и достаточно высокая интеллектуальная база должна быть. Мы получаем уже готовый продукт. Значит, у нас задача какая? Мы 1 сентября там большую часть, наверное, введем, но до конца года все школы должны работать на цифровой платформе Московской электронной школы. Сергей Кравцов поблагодарил глав регионов за работу по модернизации системы образования и отметил технологичность новой платформы. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в ближайшее время онлайн-сервис начнут внедрять и в систему среднего профессионального образования, в том числе и в тех регионах, которые подписали соглашение. Очень важное, нужное направление с учетом того, что практически половина школьников переходят в колледжи после 9 класса, там продолжают образование, и не в меньшей степени для них требуется такого рода поддержка. Республика занимает 1-е место в ПФО и 7-е в России по численности молодежи – более 1 миллиона человек.
У нас выстроена система поддержки. Такой проект, как «Студенческая весна», который прошел на этой неделе, в том числе направлен на мотивацию студентов. Участие в нем приняли лучшие в творчестве более 500 человек. Призовые места дают возможность показать себя на федеральном уровне. Сюжет Динары Масхановой. Самые смелые и талантливые поют не хуже профессионалов, кульбиты на сцене почти как у акробатов. 500 артистов из 18 вузов и колледжей республики объединила одна весна – студенческая. Танцы – это не работа, танцы – это прежде всего это наше хобби, на котором мы приходим, находим новых друзей и учимся, развиваемся и делаем все для того, чтобы наши танцы, наша культура передавалась следующему поколению. Этот танец взял гран-при. Студенты УНИТ готовили его к студенческой весне. Зулиха открывает глаза. Артисты исполнили под трек «Черная луна» группы Эйола. В коллектив берут даже школьников, которые потом становятся студентами вуза. Мы в этом году были удивлены, что в день мероприятия нам сообщили, что у нас будет на награждение сам глава Ради Фаритович. И я думаю, что студенты, потому что я не общалась с ними, они были уже за кулисами, мы не смогли с ними толком встретиться, они были очень рады, что наше правительство уделяет должное внимание. Глава республики часто встречается с молодежью. Весну тоже не пропустил. Награды победителям вручил лично. Гран-при увезли и вузы, и колледжи, а главный кубок всей студенческой весны взял аграрный университет. Дальше лучшие из лучших разъедутся по всей стране. Школьники на фестиваль в Ставрополь, студенты колледжей в Хабаровск, а сильнейшие из вузов в Красноярск. Вот хочу сказать, что я всегда фанат башкирской молодежи. Вот я ваш фанат. Вот, наверное, в первых рядах я всегда за вас. Вот. И я хочу сказать, что вот посмотрев сейчас это замечательное представление, у меня просто нет слов. Вы, помимо того, что просто замечательные ребят, и наша молодежь, вы еще невероятно талантливая. И еще хочу сказать, я не очень хорошо понимаю в искусстве, наверное, но я точно знаю, что вот за всем этим, что здесь происходит, огромный труд. Вы все еще большие трудяги. Вот настоящие трудяги. Фестиваль проходил в контексте Года единства народов России и отражал ключевую ценность региона – межнациональное согласие. Молодежь Башкортостана показывает свою вовлеченность, причем делает это креативно, с любовью к культурному коду. На мне надет башкирский костюм. Вот, он обозначает природу Башкортостана. Мы готовились к студвесне. Ну, создавался он руководителем нашим, Ефимовской Эльвирой Борисовной, а я помогала добавлять детали, как-то что-то создавать. Вот, например, вот эти шлейфы. Поддерживают молодежь в регионе не только аплодисментами, но и рублем. От стипендии главы до президентских выплат в 30 тысяч рублей. Первокурсник, победитель Олимпиады, может получать до 85 тысяч. Для молодежи создаются центры и пространства для общения. А студенческая весна – одна из форм объединения талантливых ребят. В этом году она прошла особенно масштабно. По итогам проведения отборочных этапов на базе каждой образовательной организации, школьной, весны, колледжей, вузов, факультетских этапов, районных, зональных и всех этапов других уровней мы объединили более 50 тысяч участников. Инфраструктура, наука и возможность проявить себя. Каждый кирпич поддержки становится фундаментом, на котором молодежь комфортно строит свое будущее, не видя необходимости уезжать из родных стен. Динара Масханова. Итоги недели. Победа в цветах республики. Футбольный клуб Уфа провел последний домашний матч сезона против Волгоградского «Ротора». Турнирная значимость встречи была предельно высока. Гости находятся в зоне стыков, а наша команда из-за победы черноморца опустилась в зону вылета. На игру уфимцы вышли в эксклюзивной форме, выполненной в цветах флага Башкортостана. Судьбу матча решил гол Дилана Ортиса с пенальти во втором тайме 1-0. Впереди последний тур. Победа в нем гарантирует сохранение уфимцам прописки в первой лиге. Во втором тайме, конечно, нужно дать должное ребятам. Собрались, прибавили в движении, в агрессии.
Я считаю, что заслуженно победили. Те ребята, которые вышли, они оправдали сегодня, выложились на все 100%. Я им благодарен за эту самоотдачу. Мы отталкиваемся от своей игры и показываем все максимально свои усилия, которые можем там приложить. Что нужно будет сделать, чтобы одержать первую победу на выезде в сезоне в следующем году? Я думаю, нужно настроиться на эту игру, быть максимально сконцентрированы и сыграть в обороне очень надежно, а в атаке, я думаю, мы сумеем найти моменты. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания.